Здравствуйте, уважаемые учащиеся! Сегодняшняя наша тема – противопедикулезная обработка. Цель противопедикулезной обработки – это уничтожение вшей, гнит и личины. Показания при обнаружении вшей, гнит и личины. Противопоказания детям до 5 лет, беременным женщинам, кормящим матерям и у кого есть кожные повреждения на голове. Оснащение. Готовите КБСУ класса А, класса Б, оцинкованное ведро, 2 клеенчатых фартука, мешок для утилизации, отправку в ДЭС-камеру, 2 емкости с ДЭС-раствором 1-2, шампунь, противопедикулезную укладку. Туда входит шампунь, один из антисептиков, то есть противопедикулезной обработки необходимо использовать шампунь Веда, антибит, либо нитифор. 6% уксус, гребень, лупа, нитки, перчатки, марлевые салфетки, 2 емкости. Также необходима белая бумага и 2 формы. Это 058У, журнал экстренного извещения в СЭС, и форма 060, это журнал регистрация инфекционных заболеваний. И еще необходима история болезней. Алгоритм действия. Подходим. Здравствуйте. Как вам обратиться? По назначению врача вам назначена противопедикулезная обработка. Даете ли вы свое согласие? После того, как пациент дал свое согласие, руки обрабатываем по 111 приказу. Сперва без антисептика, затем с антисептиком. Так, надеваем сперва на правую руку, затем на левую руку. На себя и на больного надеваем клеенчатый фартук. Садим пациента на кушетку, либо на стульчик. Надеваем клеенчатый фартук. Берем с Викса пеленку. Ложим на плечи. Сперва мы должны волосы увлажнить. Затем берем первую емкость, наливаем один из педикулицидов. В данный момент это Веда. Берем пинцетом марлевые шарики и обрабатываем. Если у пациента короткие волосы, то начинаем от корней к кончикам. Если же длинные волосы, то от кончиков к корням. Обильно смачиваем шампунем Веда, то есть противопедикулицидный шампунь. Выбрасываем в оцинкованное ведро. Берем клеенчатую косынку, надеваем на больного. Затем матерчатую косынку. Оставляем в зависимости от экспозиции педикулицидов. В данном моменте это 5-7 минут. По истечению времени убираем клеенчатую косынку, матерчатую косынку, помещаем их в мешок для отправки на утилизацию или в ДЭС-камеру. Затем берем голову, моем под проточной водой, затем моем шампунем, ополаскиваем, волосы высушиваем. Берем еще одну емкость, наливаем сюда
6% уксус. Берем марлевые шарики, смачиваем в 6% уксусе, края отжимаем в емкости и обрабатываем. Если короткие, от корней к кончикам, если длинные, от кончиков к корням. Полностью волосистую часть обрабатываем, выбрасываем в оцинкованное ведро. Берем клеенчатую косынку, затем матерчатую косынку. И оставляем на 20 минут. По истечению времени убираем матерчатую косынку, затем клеенчатую косынку, помещаем мешок для грязного белья. Ополаскиваем голову, высушиваем. Берем гребень, наматываем между гребнем нитку, смачиваем в растворе 6% уксуса. Берем белую бумагу, наклоняем голову по центру и расчесываем от кончиков к корням. Если короткие, от корней к кончикам. Так продолжаем в течение 10-15 минут. Гребень в первой емкости ополаскиваем, во второй замачиваем. То есть дезинфицируем. Сжигаем оцинкованное ведро. Берем лупу и проверяем, есть ли остатки вшей, гнит и личинок. С помощью лупы хорошо смотрится волосистая часть головы. Затем убираем пеленку в мешок для грязного белья. Снимаем с пациента клеенчатый фартук. Обрабатываем двукратно с интервалом 15 минут. Клеенчатые фартуки дезинфицируем. Снимаем перчатки. Выбрасываем в КБСУ класса Б. Берем журнал и регистрируем. Форма 060 – это журнал регистрации инфекционных заболеваний. Форма 058У – это экстренное извещение в СЭС. И в истории болезни пишем букву латинскую П. П – это значит, что мы обнаружили вши, сегодняшнюю дату, месяц, год и время обработки. Транспортировка пациента в отделение. Обязательно сообщаем медицинской сестре постовой, что была проведена противопедикулезная обработка. И в течение недели она должна осматривать головную часть. Спасибо за внимание.